Телеканал «Якутия-24» продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Про уходящий и будущий год глава республики дал пресс-конференцию журналистам Якутии. COVID-19. Какова обстановка на сегодняшний день в столице и районах республики? Достижения и перспективы заработала выставка, посвященная 115-летию со дня образования Якутского медицинского колледжа. Модернизация службы занятости. В Нерюнгри состоялось торжественное открытие кадрового центра. Суровая якутская зима наступила. Каковы прогнозы синоптиков на текущую неделю? Якутия обладает уникальным опытом в изучении вечной мерзлоты и может стать ключевым регионом для реализации инициативы президента России по ускоренному внедрению системы мониторинга вечной мерзлоты. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе пресс-конференции. Как подчеркнул глава республики, остановить таяние мерзлоты практически невозможно, поэтому необходимо сконцентрироваться на снижении рисков и адаптации. Не обошли стороной тему коронавируса. Сейчас в Якутии привито уже 75% населения, активно формируется коллективный иммунитет, а число заболевших значительно снижается. В связи с этим Айсен Николаев отметил, что, возможно, будут вводить послабления в эпидемических ограничениях. Может быть, мы какие-нибудь ограничения еще до конца недели тоже будем снимать в связи с тем, что все-таки эпидситуация по республике значительно улучшилась по сравнению, даже еще раз говорю, с ноябрем месяцем. Безусловно, год прошел непростой. Я в своем послании про это говорил. Год был годом испытаний. Вместе с тем все мы прошли его. Непростой, сложный год. Ну и сейчас уже входим в 22-й год, год столетнего юбилея. Год, который я объявил в следующем году в республике годом матери. Много планов, много разных подходов к решению тех задач, которые стоят перед республикой. Завтра решится вопрос льготных авиабилетов из Якутска до Москвы и Санкт-Петербурга и обратно. Об этом также Айсен Николаев сказал в ходе пресс-конференции. Вопрос будет решаться завтра на заседании Минтранса России. Очень надеюсь, что вопрос будет решен положительно, и жители республики уже с первых чисел января смогут приобрести льготные билеты, сказал глава региона. Он добавил, что авиакомпании «Якутия» и «Алроса» уже подали заявки. Айсен Николаев также напомнил, что в следующем году добавлено 100 миллионов рублей на субсидирование межулустных авиарейсов из Якутска в районные центры. К другим темам. Сегодня сотрудники органов безопасности отмечают профессиональный праздник. В эпоху Советского Союза этот праздник был известен как День чекиста. В 1995 году президент Ельцин подписал указ о внесении Дня работников органов безопасности в список государственных праздников. В этот день высшее руководство собирает военных для официальных поздравлений. В честь праздника вручают награды, премии и грамоты. Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в России предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 32 теракта, и важно и дальше эффективно работать в борьбе с терроризмом, сказал Путин. По словам президента, стране удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. Среди других приоритетных задач – продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, обеспечение надежной защиты государственных рубежей, сказал президент России. Сегодня сложная международная обстановка, характер и масштаб современных вызовов и рисков предъявляют к работе спецслужб повышенные требования. Прежде всего, в решении вашей главной, приоритетной задачи – жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом. За последние годы на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи и в целом позитивная динамика. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 прошедших лет предотвращено более 200 терактов, а количество совершенных преступлений террористической направленности за этот период снизилось многократно.
Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки. Анонимные сообщения о минировании аэропортов Якутии поступило сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону. Органами правопорядка проводится проверка сообщений на территории аэропортов республики. Приняты усиленные меры по охране порядка, прокомментировали в министерстве. Как сообщают СМИ, подобные сообщения поступили и во многих других регионах России. На территории республики за прошедшие сутки зафиксировали 77 новых случаев коронавируса, из 49 взрослых, непривитых 47 человек. По данным оперштаба, в Якутске обнаружили 48 случаев коронавируса. Что касается районов, то в Нерюнгринском, Аймяконском, Зерниколымском, Сунтарском, Устьянском, Хангаласском районах по 3 случая заражения за сутки. Ну а в других районах и того меньше, 1-2 случая, сообщает оперативный штаб. В Ленском районе возобновлена работа учреждений дополнительного образования. Такое решение было принято в связи со снижением роста заболеваемости ОРВИ среди детей. За неделю их число сократилось в 5 раз. Это ниже эпидпорога на 40%. Также в районе вакцину против COVID-19 получили уже 90% жителей. В связи с этим показатели по заболеваемости также упали в разы. Большинство переносят инфекцию в легкой форме. В реанимационном отделении сегодня нет больных. Такого не было уже давно, сообщают в Ленске. Если буквально там месяц назад у нас были цифры 70 человек болеют и 40 человек в инфекционном отделении находятся, то сейчас эти цифры, конечно, уменьшились в разы. На сегодняшний день в инфекционном отделении города Ленска у нас находится 14 человек, амбулаторно проходит лечение 21 человек и в ВИТИМе 12 человек находится в инфекционном отделении. То есть итого количество заболевших на данную минуту составляет 47 человек. Это очень низкие цифры по сравнению с недавним прошлым. Сейчас короткая пауза. Вернемся через 50 секунд и продолжим программу «Итоги дня» на Якутии-24. Якутия-24 телеканал работает в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Продолжаем выпуск. В Якутии планируют построить республиканскую инфекционную больницу. Сегодня проектно-сметная документация завершена и проходит госэкспертизу. Цитата: «Пандемия коронавируса заставила нас не только бороться с ней, но и выстраивать систему по борьбе с инфекционными заболеваниями в будущем. После строительства кардиологического и онкологического диспансеров надо совместно с федеральным центром рассмотреть вопрос строительства республиканской инфекционной больницы», сказал Айсен Николаев. В Алдане решен вопрос с врачом-офтальмологом. Напомним, специалиста в районе не было в течение 2 лет. Теперь окулист будет вести прием на постоянной основе, рассказывает Татьяна Вахнина. Посещать врача-окулиста нужно регулярно, убеждена жительница Алдана Адриана Балдонова. Это позволит заметить признаки начинающихся заболеваний и своевременно принять меры. Не реже 1 раза в год нужно проверять и зрение. Я обследовалась у офтальмолога, мне очень понравилось. Очень рада, что в Алдане появился врач. Филиал Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы на базе Алданской ЦРБ открылся в марте. Ежемесячно в Алдан командировались специалисты из Якутска. Теперь в городской поликлинике врач-офтальмолог ведет прием на постоянной основе. Это те просьбы, которые мы получали постоянно, когда я посещал столицу Южной Якутии, Золотоносной Якутии. Вот эта проблема была решена благодаря взаимодействию именно центральной районной больницы, нашей клинической больницы и представителями общественности. В городской поликлинике врач-офтальмолог Евгения Бадмаевна Дамдинова оказывает помощь как взрослым, так и детям. В перспективе будут организованы выезды в города и поселки района. Помимо плановой, специалист станет оказывать экстренную помощь. Надеемся, что качество медицинской помощи в плане офтальмологической службы у нас значительно улучшится. Будем работать в плане оказания плановой медицинской помощи, ну и экстренной медицинской помощи. Очень довольны и рады, что наконец-то у нас появился окулист на постоянной основе.
Необходимость организации офтальмологической службы в Алдане назрела давно. Хронические заболевания, травмы, прогрессирующие недуги, требующие постоянного наблюдения или оперативного вмешательства, глазные болезни, особенно среди представителей зрелого поколения, не редкость. Проблемы встречаются и у граждан молодого возраста, в частности, прогрессирующая близорукость. Мы неоднократно встречались с Иваном Петровичем Луцканым, организовывали еще осенью встречи, поднимали на поверхность этот вопрос. И благодаря совместной слаженной работе ЦРБ, администрации района, Республиканской офтальмологической больницы этот вопрос на сегодня решен. Алданский стал одним из структурных подразделений Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Аналогичные филиалы образованы в ряде районов. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные, будут вестись по двойному тарифу. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. В свою очередь, глава Министерства финансов России Антон Силуанов сказал, что деньги на это будут выделены. Отметим, что ранее Минтруд России предложил продлить до конца 2022 года специальные выплаты медработникам, работающим с пациентами с ковидом. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» заработала выставка, посвященная 115-летию со дня образования Якутского медколледжа. Это старейшее образовательное учреждение медпрофиля в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока. Об истории открытия этого колледжа, его достижениях, преимуществах расскажет наш корреспондент Марфирина Алексеева. Еще в начале прошлого столетия острая нехватка медицинских работников в Якутской губернии заставила руководство Якутии пойти на небольшой эксперимент. 12 учеников-стипендиатов отправили на обучение в фельдшерские школы Омска и Казани. Однако из дюжины окончил школу лишь один. Тогда областной врачебный инспектор Виталий Вангорский обратился к якутскому губернатору с докладом о необходимости учредить школу в Якутске. И в 1906 году, после нескольких лет ходатайства, ему удалось осуществить задуманное. Сегодня медицинский колледж – современное многопрофильное образовательное учреждение с отделениями в 8 городах республики, в которых обучаются более 2000 студентов. Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена по 8 специальностям. Также последипломную подготовку среди медицинских кадров, работающих в медицинских организациях по всей республике. Где-то лет 5 тому назад у нас очень большая нехватка была среднего персонала. И мы заключили соглашение с медицинским колледжем. И они у нас проходили практику, студенты, в течение года, 2 лет, в зависимости от специальности. И стали оставаться у нас работать. Мы запрашиваем, допустим, нам нужно 10 медсестер, 10 фельдшеров. И всегда эти студенты, которые закончили учебу, приходят к нам на работу. Они очень грамотные, и они нам очень сильно помогают. Вот у нас мы взяли, допустим, 5 фельдшеров в том году, и они у нас сидят на первичном приеме. Они как врачи уже. Недостаточность медицинских работников на севере теперь восполнит новое отделение медколледжа в Булунском районе. Уже в следующем учебном году в поселке Тикси откроется филиал Якутского колледжа, где будут подготавливать специалистов по целевой программе. Также рассматривается возможность открыть отделение в Чурапчинском и Усть-Алданском районах. С целью приближения обучения к месту жительства, тем самым уменьшит финансовые затраты, экономически это выгодно. И в площадях, которые имеются, больница, где будущее место работы наших выпускников, и используя эти площади школы, мы открываем отделение. В текущем году медицинский колледж приступил к профессиональному обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости», а также национального проекта «Демография». Программой предусмотрено бесплатное обучение нетрудоустроенных, предпенсионеров, лиц старше 50 лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, либо находящихся по уходу за ребенком до 3 лет. В рамках проекта ведутся выездные обучения в районах. Таким образом, преподаватели медколледжа обучили нетрудоустроенных граждан 3 районов республики. На сегодняшний день по данной программе колледж выпустил около 300 специалистов. Более 200 выпускников буквально на днях сдали престижный итоговый экзамен WorldSkills, который является последней ступенью в пути становления квалифицированным специалистом. Безусловным лидером по количеству обучающих, по образовательным программам и то, что вот они успешно его реализуют. И сегодня
Не ошибусь, наверное, если скажу, что самый массовый демонстрационный экзамен вообще проводится у нас в стенах Якутского медколледжа. Вся богатая 115-летняя история главной кузницы медицинских кадров Якутии в одном месте. В мультимедийном парке «Россия. Моя история» стартовала выставка, посвященная юбилею медколледжа. Здесь можно воочию лицезреть медицинское оборудование прошлого века, ознакомиться с интересными персонами, связанными с становлением медицинского образования в Якутии. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Якутск. Жилищные сертификаты начнут получать в следующем году дети-сироты старше 23 лет, которые можно будет обменять на жилое помещение по выбору. В первом квартале года будет согласован порядок предоставления сертификата и подписано соответствующее постановление правительства. Сейчас сироты получают квартиры по распределению из специализированного жилфонда, но он не всегда удобный. По поручению главы Якутии Айсена Николаева внедряют в республике жилищный сертификат для детей-сирот. Таким образом расширят механизмы обеспечения жильем. Также при желании сироты смогут приобрести жилые помещения большей площади за счет вложения собственных и кредитных денег, а также материнского капитала. В Якутске состоялся финал бизнес-акселератора для подростков под названием «Твой старт». Это бесплатная программа по развитию креативных навыков и предпринимательского мышления, созданная специально для школьников. Сюжет Саргалан Неустроил. Для участия в акселераторе было отобрано 200 ребят с 7 по 11 классы, которые в течение 3 месяцев изучали основы бизнеса и прорабатывали собственные инновационные проекты. Программа такого формата и масштаба проводится впервые в рамках реализации стратегического проекта республики «Парка будущих поколений». В 2025 году этот парк должен уже войти в строй, начинается строительство. Но мы уже начинаем формировать сообщество вокруг этого парка. И сегодня уже идут образовательные программы. Одна из образовательных программ «Твой старт», она посвящена бизнес-навыкам, предпринимательским навыкам. За время акселератора ребята проработали около 20 уникальных проектов, из которых только 6 были отобраны для участия в финале. Однако определить лучшего непростая задача. Всего участники изучили больше 40 тем, среди которых были стартап, маркетинг, финансы, менеджмент, управление командой, soft skills и многое другое. Уровень очень разный. Мы понимаем, что так как работаем на федеральном уровне, работая с многими регионами, здесь ребята только в начале пути. При этом всем нужно отметить, что ребята прекрасно схватывают весь материал на лету. Чтобы вы понимали итог акселератора, до акселератора из 200 ребят только один подросток, девчонка, Юлиана, имела какой-то существующий проект. В финал программы Юлиане выйти не удалось, но она уже добилась существенных результатов. И акселератор стал той самой базой, которая была необходима девушке для приобретения опыта. Мы специализируемся в 2 сферах. Это сфера музыки и фэшн-индустрия. В сфере музыки мы организовываем концерты, уютные квартирники, различные мероприятия. В фэшн-индустрии мы недавно стали участниками Arctic Fashion Show. И сейчас планируем открытие нашего бренда. Это будет бренд Upcycling, получается из переделанной одежды. Бизнес-акселератор для меня может стать таким, так сказать, толчком дальше больше развиваться, и так и стало. Я узнала много важного, нужного для себя, и для меня это очень хороший опыт. Вот. Отметим, что образовательные курсы в рамках парка будущих поколений проходят и по другим направлениям – медиа, кулинарии и прочим компетенциям. Группы набираются по итогам предварительных отборочных этапов, о которых можно узнать на сайте целевого фонда будущих поколений. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Школу-сад в поселке Кангаласы сдадут уже на следующей неделе. Сегодня прошла государственная приемка этого объекта. Что решила комиссия и какие работы еще впереди, в репортаже Дмитрия Тымырова. Более 5000 квадратных метров, 2 этажа. Теперь это современное здание объекта образования, который объединит школу и сад. Уже буквально со следующего года здесь будут обучаться юные кангаласцы. В целом в школе будет обучаться 175 учащихся и 100 детей садиковского возраста. Объект полностью возведен. Как отметили подрядчики, остались только мелкие работы, которые завершат уже до конца этой недели. Остались немножко слаботочники, будут работать дизайнеры, пока вот чуть-чуть осталось закончить до 27-го. Ну и мелочи, немножко по электрике.
Все кабинеты и классы полностью оборудованы современной техникой. Осталось собрать парты и часть офисной мебели, что тоже будет сделано на этой неделе. Сегодня классы в основном готовы для эксплуатации. Подходит мебель. На этой неделе будем собирать мебель. А технические, вопросы будут еще обсуждены на этой неделе. Что касается старого здания школы, то, по словам мэра города Якутска, его оформят как многофункциональный центр. Будут реализованы проекты многофункционального центра в здании бывшей школы, где под одной крышей мы объединим и администрацию, и учреждения культуры, социальные, аптеку, отделение банка, чтобы населению было удобно. Так, это место обещает стать центром жизни всего поселка. Ну а официальный объект должны сдать 27 декабря. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Кангаласы. В Якутск с рабочим визитом приехала официальная делегация Общества российско-корейского сотрудничества и Корейской ассоциации преподавателей профессионального гольфа. Представители общества сегодня провели встречу с руководством национальной вещательной компании «Саха». На встрече председатель общества Chorus Society господин Ли Гюхван подчеркнул необходимость создания совместных образовательных передач, обучающих корейскому языку. В свою очередь, генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков поддержал инициативу, а также предложил посодействовать в трансляции передач, документальных фильмов про историю Якутии, про ее природу в телевидении Кореи. В скором времени будут заключены соответствующие соглашения о совместной работе. Между обществом Корус и национальной вещательной компанией «Саха» может осуществляться по различным направлениям. Это и трансляция различных образовательных программ, выпуск в эфир корейских сериалов, материалов по кей-поп, в том числе образовательных программ по интерактивному гольфу для обучения якутян этому виду спорта. Конечно же, мы надеемся развивать эти направления нашего сотрудничества в дальнейшем благодаря поддержке, вашей поддержке. В Нерюнгри состоялось торжественное открытие кадрового центра. Это событие стало показателем успешного завершения очередного этапа модернизации службы занятости населения. Подробнее Ирина Кичигин. Только что завершилось торжественное открытие первого в республике кадрового центра. Это в Нерюнгри бывший центр занятости населения. И все работники уже разошлись по своим рабочим местам, приступили к своим трудовым обязанностям. А на торжественной церемонии присутствовала председатель Государственного комитета республики Саха-Якутия по занятости населения Елена Виссарионовна Калашникова. Она рассказала, чем сейчас работа будет отличаться от той, которая была раньше в центре. В 2021 году в республике стартовала работа по реализации мероприятий по внедрению единых требований к организации деятельности органов службы занятости в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Преобразования проходят поэтапно путем внедрения разработанных и утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации единых стандартных требований. Если вы заметили, то все помещения Центра занятости Нерюнгринского района приобрели совершенно иной вид. Полностью по федеральному брендбуку мы поменяли помещение, сделали зонирование. Есть отдельно IT-зона, где население вашего района сможет получать государственные услуги и самостоятельно организовывать поиск работы через федеральный портал «Работа в России». Кроме этого, сотрудники Центра занятости прошли обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. И их качество работы были, безусловно, выше, чем было раньше. Модернизированная служба занятости населения теперь будет единой современной структурой под брендом «Работа России. Кадровый центр». Центр занятости населения в Нерюнгринском районе выступил в качестве пилотного проекта. Перспективно все. Это будет переобучение, обучение. Установка на учет у нас идет. Она идет через портал «Работа в России». Заявления мы здесь принимаем. На 10-й день признаем безработными людей. У нас ежедневно где-то 10-15 человек бывает. Они регистрируются через личный кабинет, потом приходят сюда и назначается пособие. Реализация национального проекта «Демография» будет продолжаться до 2024 года. В республике появятся еще не менее 4 центров занятости. Так, уже 23 декабря планируется открытие следующего кадрового центра в Чурапчинском улусе. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри.
В завершение выпуска о погоде. Столица региона вошла во фронт трескучих морозов. В Якутске из-за холодов объявлен режим повышенной готовности. Руководителям ресурсоснабжающих организаций дано поручение обеспечить постоянное дежурство бригад в условиях низких температур. Ну а водителям городских автобусов запрещено высаживать в этот период детей, которые не могут заплатить за проезд. Сегодня в Якутске в 6 утра температура наружного воздуха составила минус 44. Для учащихся с 1 по 5 классы был объявлен актированный день. 22-23 декабря преимущественно без осадков, туман, ветер слабый. Температура в ночь на среду и днем минус 46-48 градусов. В четверг ночью 48-50 градусов, днем 44-46 градусов. В выходные дни с разрушением сибирского антициклона ожидается падение давления, небольшое ослабление мороза. Ночная температура 41-44, днем 38-41 градус. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите Якутию 24. Вы будете всегда в курсе.